Добрый день, наши дорогие подписчики и все, кто поддерживает идеи свободной и независимой Якутии. Сегодня с нами в гостях человек-навальнист, человек-террорист Владимир Дубовский. Добрый день, Владимир. Добрый день. Приветствую тебя. Так, и давай сразу, не отходя от кассы. Если твое имя вбить в Гугле, да, первая статья, которая выходит, там написана, ну, информация про то, как ты был в штабе Навального, про открытую Россию Ходорковского. Ну, наверное, наших подписчиков больше всего интересует вопрос про твою татуировку, да, 1488 и White Power. Мгм. Так ли это на самом деле? И можешь ли ты тогда подробнее рассказать про это? Ну да, у меня были такие татуировки. Вот. Набил я их очень рано вообще, там буквально 14 мне что ли то лет было. Вот. Я рос в неполной семье, у нас в Якутии, вот, вообще сам Покровский, Хангаласский. Вот. И, ну, это такой, типа, в основном славянский, типа, улус, как бы считается. Ну, ты же тоже вроде как с Хангаласского улуса, в принципе, знаешь. Вот. И мы переехали в Якутск, когда я еще был подростком. У меня мама развелась с отцом. Вот. Потом оказалось, что это вообще не отец мой, а отчим. Ну, там долгая история. И, в общем, я жил в новом городе, э, как бы проблемы в семье, проблемы на районе, и были ребята, которые там готовы были как бы там, типа, меня поддержать, там, вот это вот все. Ну и как бы я к ним просто прибился, и чтоб среди них своим быть, как бы, чтоб не типа Дерибас там с деревни приехал, вот, а как бы свой пацан, он ты не носит, носит берцы, вот, и как бы я это набил, как бы, ну, блин, конечно, сейчас я об этом-то жалею, если б я не жалел, я же еще, когда вот в команду Навального пришел, то есть мне там вот говорили, а что ты там лейкопластырем заклеивал 1488? Так я лейкопластырем заклеивал, потому что я как раз тогда сводил эту татушку. Вот, и там, когда сводят, там получается лазером, ну как, проходит, у тебя такой типа ожог возникает, и ты носишь вот этот лейкопластырь, бинтик, там смазываешь постоянно, ну ухаживаешь. Вот, но в итоге у меня свели так, что просто такое голубое пятно появилось на коже, и я забил просто другой татуировкой. Вот, и если бы я бы эти татушки не забивал, наверное, да, там можно было бы сказать, а что ты там до сих пор там придерживаешься, что ты там хочешь всех убить, там чистую расу и прочее. Ну, типа, я никогда никого там не бил на почве там национальной, там этнической, религиозной какой-то там ненависти. И я вот сейчас для твоих зрителей готов еще раз сказать, я готов заплатить $1000 тому, кто просто найдет человека, которому я там когда-то написал, сказал, там подошел, сказал, ты там вот какой-то там не той там или что-то там национальности. Ну, таких людей просто нету. То есть я общался с вот и ультраправыми этими ребятами, и вместе с тем же общался там условно с Аха, общался, Эвены у меня ребята были, ну как бы это было, там в целом, типа вот это как бы изначально русское вот это национальное движение у нас в Якутске, ну оно там было-то, блин, половина сахаляры, половина там вообще непонятно кто, ну то есть там у нас и саха были ребята, то есть мы как бы, это больше не знаю, наверное, было какая-то альтернатива вот АУЕ субкультуре, чему-то такому. То есть мы там в основном просто рок слушали. Мы многие даже треки там, которые вот, ну, условно там ребята правые там в России слушали, мы такие даже треки не слушали, потому что они для нас плюс-минус были неприемлемы. Ну, там по тексту прочее, как бы. А в какой ты Вот. понял, что тебе с этими людьми не по пути? Я понял, самое прикольное, когда я уехал в Питер. Я поступил в Питер, и там вот я познакомился с реальными вот этими чуваками типа White Power. И я понял, ну, что, блин, вот в моей голове это было типа патриотизм, там мы все вместе, там брат за брата такие. А тут, ну, просто типа половина это реально какие-то маньяки. Ну, типа, они там с утра до вечера считают там не то, что своему народу хорошо сделать, а другим народам типа хуже сделать. То есть я это в принципе не понимал. То есть я не понимал, ну там вот вы избили какого-то иммигранта, кому лучше-то стало? Ну, типа,
иммигранты не лучше, вам не лучше, вас вообще найдут, посадят, как бы, ну, там, не знаю, как-то. Я уже тогда как бы думал о том, что нужно идти как-то в политику, какие-то, ну, там, не нравятся тебе иммигранты, ну, меняй миграционное законодательство, ну, по сути. Вот, а так людей бить, ну, это пришел там какой-то честный, приехал парень, там, не знаю, мужчина работать, у него там семья, прочее, ну, то есть, как бы, я вот сейчас сам иммигрант, ну, то есть я пофигел бы, если бы меня просто кто-то побил из-за того, что я иммигрант. Вот, и примерно в то время как раз, ну, там мне сколько было, лет, наверное, 19, я стал понимать, что, ну, что-то как-то это вообще все фигня. Ушел вот в околофутбольную тематику, потому что там, в принципе, ты не такой, ну, не шовинист, да, там тебе нравится какая-то определенная там типа атрибутика по шмоткам, ну там вот casual шмот, типа там New Balance носишь, вот это все типа такой, но при этом вот как бы есть у тебя вот эти драки, да, там фанатов с фанатами, но при этом ты не делаешь ничего такого, за что было бы стыдно. Ну, то есть, я вот каждый раз говорю там, да, я там был с ультраправыми ребятами, но мне, в принципе, за это, ну, как бы, не стыдно в том плане, что, о, Господи, я совершил ужасный грех. Мне стыдно за то, что какой я дурак был. Вот, ну, типа, нафиг я вообще изначально в это ввязался, но не стыдно, ну, потому что я не делал никаких каких-то проступков, там, ну, за которые там, я не говорю еще раз, никого не бил условно и даже не оскорблял, то есть у меня такого не было, ну, типа, в принципе, вот, как-то поэтому так, постепенно, и потом, ну, просто, э, наверное, уже к годам там 25 я уже полностью все это выкинул из своей головы, ну, потому что уже понял, ну, какая-то, типа, это вообще шиза, то есть там есть условно правый подход там в плане экономики, ну, вот знаешь, там рыночная экономика, там типа как а-ля республиканцы в США, там развитие малого среднего бизнеса, там вот это все. Ну, как бы это окей, это мне нравится. Но именно вот ультраправые, чтобы там типа ребята там брить голову, бегать за кем-то там другой национальности, там этноса, религии, ну это нет. Это как бы бессмысленно просто даже, во-первых. Это не то, что даже, ну, типа, зачем просто, я не понимаю, ну, для чего? Тогда можешь сказать, что ты себя искал в политическом спектре, получается, да? И, ну, и нашел. Ну, да, изначально я себя искал просто в жизни, потому что, я говорю, я был подросток, который переехал в другой город, вот, и я не знаю, ну, там, сколько лет твоим подписчикам, но плюс-минус там начало нулевых Якутия, это было такое очень жесткое деление. То есть вот ты мог даже быть условно нюча, но ты с деревни приехал, все, ты дерибас. Ну, то есть я помню, я к себе в школу зашел, ко мне подходили ребята с Аха, и говорили, ты чё, типа, в унтах, ты чё, типа, дерибас, что ли? Ну, то есть, как бы, и это прям было так, ну, типа, и ты такой, в смысле дерибас там? Ну, как бы, это реально такое было, и ты, типа, определялся, с кем ты двигаешься. То есть у меня на районе были типа условно там славянские бандиты, ну вот там Сосновая, да, улица, как бы, вот это вся типа тема, типа Вася дурак там прочее, и были типа, вот типа скины. Но как бы тоже типа скины. Мы все общались тогда с Владимиром Юрковым, он жил у меня же на улице Халтурина. Он был организатором ДПНИ, Движения против нелегальной иммиграции в Якутии. И вместе с тем он был членом КПРФ Якутии. То есть ты понимаешь, как бы, да, насколько, типа, главный там националист, у него, по-моему, жена, кстати, Саха, вот, и при этом он еще и член КПРФ. Ну, то есть, как бы, там настолько все было намешано, я не ходил там вот на русские марши, там вот эти зиги не кидал, то есть, ну, типа, не знаю, у меня такого не было, как бы. Часто, когда меня там, типа, рисуют, ну, вот, там есть Владимир Соловьев, российский пропагандист. Он часто форсит мою фотографию, где у меня тут якобы свастика набита. Я такой что-то стою. Это же просто вообще фотошоп. Там даже если посмотреть, типа как свастика это нарисована, она прям, ну, буквально прям видно по пикселям нарисована. Ну, то есть, кто на это ведется, это вообще, ну, типа просто, я не знаю, как бы. А сейчас ты где живешь?
Сейчас живу я, ну, в Сакартвело, как бы, вообще Грузия, эту страну все называют, вот, но я, как бы, говорю так, как местный, ну, Сакартвело, земля Картвелов, вот, живу в Тбилиси. Можешь рассказать, как получилось, что ты там оказался? Ну, ой, это вообще интересная история. Был 21 год, в апреле месяце 21 года ФБК, команду Навального, их вот признали экстремистами, запретили, но я уже там не работал, я там с 19 года не работал. И я в целом, ну, как бы переживал как гражданин, ну, типа, знаешь, там какие-то оппозиционные силы запрещают. Но за свою, как бы, условно, задницу не переживал. И меня вызвали где-то в мае сначала на допрос, там вызывали 1500 человек, бывшие сотрудники, там волонтеры, ну, то есть всех подряд вызывали. И там были такие лайтовые вопросы какие-то, ну, типа, знаешь, не знаешь вот этих. Там единый шаблон был, его, если что, в интернете можно найти, там все 1500 человек по одному шаблону пропустили. И я как бы, ну, там, отвечал где-то там, да, нет, где-то 51-ю брал статью Конституции РФ, ну, вот, что имею право не давать против себя показания. А потом меня сейчас скажу, уже в июле или в августе вызвали еще раз. И я вот прям почувствовал... Что-что? 21 год, да, еще? Да, 21 год. Меня вызвали еще раз, и я почему-то сразу же по телефону даже почувствовал, мне следователь позвонил, думаю, что-то не то. И я позвал адвоката своего знакомого, вот, и мы туда пришли, меня опять же допросили вот по тому уголовному делу, там типа, знаешь ли ты, там были ли экстремистские высказывания, там что-то, ну, какая-то бред. И мы уже все подписали протокол вот этот, закончили допрос, и я, ну, в статусе свидетеля. Я, получается, уже давай вставать с адвокатом, и мне следователь говорит, ой, Владимир Андреевич, подождите, я вам сейчас повестку дам на еще один допрос. Я такой говорю, в смысле на еще один допрос? И он берет при нас прямо с адвокатом, выписывает бумажку и дает нам эту бумажку. И говорит такой, вот типа явитесь. А мы смотрим сегодняшняя дата, сегодняшнее время, то есть прямо сейчас явиться к нему на допрос. Ну, мы у него в кабинете. И мы такие, давай сначала возмущаться, заходит какой-то чел без формы в гражданской одежде и начинает просто на нас материться, типа, вы чё там, ну, типа, пи-пи-пи, типа, чё вы так себя ведете, чё, типа, слишком умные. У меня адвокат в шоке, ну, типа, он говорит, вы чё, типа, вот удостоверение адвоката, вы почему так разговариваете, ну там вот это все. И мы как поняли, что это был уже сотрудник не Следственного комитета, а сотрудник ФСБ. И мне начинают задавать вопросы, было ли такое, что якобы я прилетал с Владивостока в Москву, а я был координатором Владивостокского штаба изначально, вот 18-19 год. И мне якобы Леонид Михайлович Волков давал какие-то суммы средств наличными. Я их вез во Владивосток и раздавал волонтерам, чтобы они участвовали в митингах. Ну, я говорю, конечно же, такого не было, но я вообще взял 51-ю по этому вопросу. Ну, думаю, как бы там напишут что-нибудь. Вот. Вообще, кстати, если смотрят из России, всегда берите 51-ю. Вот, максимально тяните время, потом, когда придет адвокат, уже будете как бы продумывать стратегию защиты. А изначально отказывайтесь и берите 51-ю статью Конституции. Вот. Если даже менты будут говорить, ты не имеешь права, ты должен признаться или отказываться, вообще не верьте им. Вообще ментам никогда не верьте. Вот. Это как бы, ну, типа, даже если это ваш брат, он в первую очередь мент, а потом уже ваш брат, как бы не было это обидно. Вот. В общем, там они начинают мне показывать какую-то схему, там несколько, знаешь, таких А4 листков было, сложенных таких, где есть вот Волков ФБК, и стрелочки идут там до меня, до каких-то еще координаторов, ну вот это вот все, и от меня каким-то людям. Я там одного человека знал, вот, Глеба Марьясова, который меня потом впоследствии обвинил в работе почему-то на ФСБ. И получается, в чем суть? И они мне рассказывают, ну вот ты получал деньги от ФБК, эти деньги давал разным людям, там, знакомым, незнакомым волонтерам, а они потом шли, типа, митинги совершали, там, дороги перекрывали, на полицейских нападали на митингах. Ты, типа, участвовал в схеме спонсирования экстремизма, ты сейчас, Володя, во всем признайся, и все будет хорошо. Ну, как бы я везде беру 51-ю, ни в чем не признаюсь. В итоге они такие говорят, ну ничего, ничего, посмотрим, типа, как там заговоришь, типа, что-то такое, ну, как бы, вот. И дали, ну, типа, мне, короче, уйти, все, этот протокол подписал. Они говорят, типа, мы тебя через несколько дней, типа, вызовем, мы с тобой не прощаемся, типа.
И я, получается, выхожу с адвокатом своим на улицу и говорю, слушай, Дима, что-то мне страшно домой ехать. Я потому что тогда в Москве там снимал, и я тогда только-только купил вот ноутбук, по которому сейчас говорю. А у меня до этого уже были обыски, когда я работал там в команде Навального, и там все изымают. Я говорю, а они, видимо, менты не знали, где я живу, потому что я же там неофициально как бы снимал. Ну, то есть не зарегистрирован никак. Вот, и я говорю, мне страшно, я сейчас приеду домой, они узнают мой адрес, придут ко мне с обыском, все у меня изымут. Как я, ну, типа, без ноутбука, я как безработный. Ну, это мой рабочий инструмент. Он говорит, блин, ну да, ну да. Короче, я тогда звоню своей девушке, вот, она в Москве жила, и я говорю, так и так, Алина, можно я у тебя там пару дней, ну там буквально дня 3 перекантуюсь, потому что мне домой идти страшно. А он говорит, ну конечно, типа, я приезжаю к ней. В общем, я у нее 3 дня живу дома. Это вот как раз было, наверное, 20 августа 21 года. Это все 21 год, это вот до начала там полномасштабного вторжения, вот это все. А, и в какой-то день, получается, 23 августа, да, 23 августа 21 года, моя девушка говорит, что она хочет с подругой покататься там, она в Марьино жила, на набережной, на велосипеде. И вот, и она, короче, я еще как сейчас помню, я говорю, блин, я очкую из подъезда выходить, и она сама спускала бедный велосипед, ну там на лифте, правда, но все равно. И, в общем, она через 3 часа приходит домой с этим велосипедом, у нее глаза вот такие, и она мне начинает рассказывать историю, что когда она вышла с вот этим велосипедом на парковку, она говорит, я вышла, там буквально давай что-то там цепь поправлять, ну там что-то штаны, ну что такое. И, говорит, из машины какой-то, я, говорит, не заметила, из какой, выходят 2 человека. Оба в таких, знаешь, ну вот кто там слушает, сотрудники ФСБ, блин, меняйте моду. Они ходят постоянно в таких синеньких костюмчиках, темно-синих. Это то есть не форма их, они вот, ну просто как гражданские пиджаки, но у них всегда такие темно-синие костюмы приталены. И они, говорит, подходят ко мне. Один прям показал хорошо удостоверение, прям дал прочитать, там фото посмотреть, а другой, ну просто махнул. И начинают мне, говорит, ну, буквально полчаса втирать про то, что, ну вот, Алина, вы же любите Владимира, видите, как мы знаем, он вообще настоящий хороший там человек, типа там патриот, типа вот это все, но его обманули, он там доверчивый, его вот там всякие Волковы, Навальные обманули, а сейчас там типа вон один в тюрьме, другой за границей. И вот вы с Владимиром поговорите, пускай он нам все расскажет, типа, как все было на самом деле, и пойдет свидетелем, и там все хорошо будет, ему даже ничего не дадут, типа, вот это вот все. Там еще говорили, вот, смотрите, там, типа, экстремисты освобождаются от ответственности, если сами донесли, мы сделаем задним числом, что он, типа, донес, а иначе, ну, типа, смотрите, ему там дадут лет 15, и выйдет он 50-летним мужиком, и вот кому он будет нужен, но вы-то понятно, мы видим, вы его любите. Короче, они начинают ее типа уговаривать, чтобы она уговорила меня сотрудничать с ними. Дают свой номер телефона, как мобильный, так и телеграм, и говорят, вот, передайте Владимиру, пускай он свяжется, мы там подъедем, встретимся, все вообще чики-пуки сделаем. Ну и она мне вот это все рассказывает. Я понимаю, что у меня как бы выбора два: оставаться в России и просто, типа, не сотрудничать с ними, ждать, что когда мне там швабру, извини меня, куда, понятно, запихают. Я человек, не тот самый герой, который готов там терпеть все эти мучения и боли. Я просто умру, блин. Ну, типа, я просто сдохну. Как бы это реально так. Я не из тех там, вы что там в России очкуете, идите митингуйте. Не-не-не. Типа я просто, я сдохну, блин. Ну, типа, меня когда ОМОН бил, я каждый раз там чуть ли не рыдал, блин. Ну, я как бы не из тех там чуваков, типа, давай ломай меня семеро, нафиг мне это надо, блин. Как бы, не, я могу постоять за себя, там, я бывший спортсмен, но не из вот тех, как бы, которые будут рассказывать. И я понимаю, что, ну, этот вариант мне не подходит, умирать в российской тюрьме, будучи изнасилованным. Второй вариант — начать сотрудничать с ними. Ну, ментам верить нельзя, как бы ты, окей, там, я всех оговорю. Во-первых, я подставлю людей. Во-вторых, ну какие гарантии? Они меня просто используют и также посадят, и я снова изнасилованный и мертвый. И я понимаю, что нужно как бы текать, типа, из города, условно, ну, типа, бежать из страны. А у меня шенгена нету, ничего нету, вот просто обычный загранпаспорт. Я его как раз получил, ковид начался. Как бы, и я пишу тогда вот Леониду Михайловичу Волкову, рассказываю ему все это, он мне перезванивает, я ему все рассказываю, он говорит, ну раз у тебя нету шенгена, езжай там в Грузию, мол. Там типа плюс-минус, типа безвизовая для россиян, типа там как-то перекантуешься, может там уляжется.
И так, 24 августа 2001 года, кстати, в День независимости Украины, я оказался тут, в Тбилиси, я сюда прилетел и жил, вот так вот, жил год, вот, потом, получается, россияне тут могут находиться 360 дней, я делал, или 300, подожди, 350 дней, 350 дней, 350 дней, я делал, получается, со своей девушкой вот въезд-выезд, и нас на обратном пути из Турции не пустили. Вот. Но так как у меня истекал загранпаспорт, там осталось всего лишь, что ему действует что-то месяца 3-4, я как бы, ну, типа, понял, что, типа, назад дороги нет, плюс меня уже, типа, тогда в розыск объявили в РФ. Я пока еще не знал, по какой статье, меня еще террористом не признали, как в этом году, но, видимо, вот тогда они как раз начали думать это дело. И я как бы понимаю, ну, что типа Реджеп Эрдоган там меня-то как бы отвезет просто в Москву, и все как бы, и не будет меня, и типа и смысл, ну, год пожил в Грузии, а дальше ты сдохнешь как бы. И я, получается, мы со Стамбула полетели в Ереван, и с Еревана мы доехали на маршрутном автобусе до Метавана, Метаван, по-моему, называется, да. И, короче, оттуда мы 12 километров по горам прошли пешком. Вот, у меня даже видео есть. Незаконно перелезли через забор. В течение 24 часов сдались властям Грузии. Вот, и запросили политубежище. Я тут до сих пор соискатель политубежища. В первой инстанции мне и моей девушке отказали. Вот, ну, само, как бы, Министерство миграции. Потом у нас был Тбилисский городской суд, там мы тоже проиграли. Ну, у нас как бы два кейса разных, мы отдельно рассматриваемся. Мы тоже проиграли. И вот потом Верховный суд. По мне вынесли решение, но мне пока его еще не вручили, но там, скорее всего, тоже отказ. Вот, как-то так. А помогает ли тебе как-нибудь сейчас штаб Навального? Там Волков, какая-то... Не-не-не, они же меня называют мошенником, вором и сотрудником ФСБ. Или ГРУ. Я пока толком, короче, не понял. Там суть в том, что по их версии, якобы в 2019 году меня уволили за воровство. Ну как за воровство? Типа недостача у меня была, ага. 60 тысяч рублей, что ли, это что-то такое. Я как бы с этого всегда ржу, потому что у меня действительно там был разговор о 60 тысячах рублей, но это была не недостача, а у меня просто тогда штабные деньги арестовали на счету. Я же как координатор, я постоянно был организатором митингов. И вот кто знает, там, когда штраф делают, вам докладывают арест на счет. Вот, и меня уволили вообще не по этой причине, а там у нас личные разногласия были, поменялось руководство, мы там друг друга на 3 буквы послали. То есть, ну там много было причин на самом деле. И в подтверждение моих слов я же после этого с ними сотрудничал, общался. То есть я там в других штабах им помогал периодически. Блин, когда был в Москве, там с ними виделся иногда. Ну, то есть у меня там фотки с ними есть, переписки. Я говорю, а как так? Вы мне типа 4 года ничего не предъявляли за какое-то воровство? А потом такие, а мы его тогда уволили за воровство. Плюс еще я же эти 60 тысяч потом им вернул через полгода. У меня счета разморозили, я как бы все, я им отправил деньги. Ну, как бы у меня там подтверждение есть, и они такие, типа, окей, окей. Ну, то есть, типа, что за фигня? Ну, как бы потом мне стали рассказывать, когда я их стал, типа, хейтить и говорить, что они те же самые расисты, только сбоку, они стали говорить, да он вообще жулик, вор, у нас там все обманул. Ну, то есть, там сотрудничаю на ФСБ, я говорю, конкретно покажите мне людей, из-за которых меня посадили. Ну вот, там, точнее, из-за меня, точнее, которых ну, посадил я там, типа, кого-то там оговорил, показания дал. Вы меня, я знаю очень кучу людей, которым я, наоборот, там советовал, типа, бегите из России, говорю, ребят, там что-нибудь помогу первое время. Через мою квартиру, я тогда жил в другой квартире, вот, когда началось полномасштабное вторжение, через мою квартиру 51 человек прошел. Просто я типа всех там, кто-то у меня по 3 дня, по 5 дней жил, кто-то по месяцу. ФБК ничего этого не делало. Когда они рассказывают, что они дали 1500, вот я сейчас скажу, зрители, когда вы слышите от Волкова Леонида Михайловича, что он дал 1500 рекомендательных писем, это все ложь. Кроме меня,
как минимум, я знаю еще 30 бывших сотрудников, которым отказал из-за личной неприязни. Не из-за того, что якобы они там ФСБшники, там мошенники, а просто из-за личной неприязни. ФБК — это структура балаболов. Ну, то есть, вот есть люди, которые, знаешь, преувеличивают или преуменьшают. Вот я такой, я болтливый, я там могу, там, сказать, там, не знаю, да, хоть одну утку подстрелю, скажу 10 штук, там. Да, или наоборот, там, типа, меня там побили, я такой, да я там нормально вмазал. Вот есть такие люди. А вот, допустим, есть ФБК. Вот Волков, Певчих, ну, это просто лжецы. То есть эти люди, они всегда патологически врут, их даже своя же их оппозиция, вот там Максим Кацах ловят периодически, потом они Максима Каца, они там как ужи в банке друг друга, ну, я как бы, я говорю, когда меня обвиняют, вот, да, вот в работе до ФСБ, я говорю, давайте конструктивно, где, когда, кого я сдал, подставил. Я знаю людей, которым я говорил, как переходить незаконно границу, они переходили, и они сейчас не в российских тюрьмах. Это что я за сотрудник ФСБ такой? Не, я, конечно, знаю, там есть там агенты ФСБ, которые погружаются там в структуры, создают их даже сами, да. Но, блин, у меня вообще одни ущербы. Ну, типа, как бы, это что, я какой-то слабоумный агент ФСБ, что ли? Ну, типа, это, вот ты смеешься, ну, а серьезно? Я вот сейчас вот тоже смеюсь. Блин, у меня есть песня, ну, как бы, я еще стихи пишу, на SoundCloud публикуюсь, у меня есть песня, я в 22-м году, когда они меня так обвинили, я реально плакал, Никита. Серьезно, я помню, мы тогда в другой квартире жили, я сидел в комнате, я рыдал. Мне так стыдно, у меня моя женщина ко мне подошла, она говорит, она в шоке была, ну я плачу, понимаешь? Я говорю, так ты прикинь, они меня просто, говорю, хоронят сейчас. Я говорю, а если там меня, говорю, придут какие-то люди убьют там, или, не знаю, ну как бы, ну меня хоронят, говорю, просто, ну типа называю вот так вот. Меня же там назвали и там майор или капитан, я говорю, и там какой-то сотрудник или просто стукач ФСБ. Ну, для меня это был ужас. Они же еще писали письма, прикинь. Там один урод, вот этот ФБКшник тоже, их навальнист, он написал письмо в местную спецслужбу Грузии, что я вот такой-то агент ФСБ. Они из-за этого мне очень долго, короче, хотели типа сделать предписание. Я им обоснул. Ребят, Я им об... Кого? видел это письмо, то, что он написал? Ну, заявление, типа, написал вот в местную службу госбезопасности Грузии, типа, что вот такой-то такой, там ссылки на СВТВ, на какие-то твиты вот эти. И, типа, они мне очень долго хотели в миграционную службу предоставить бумагу, что я, типа, опасен для пребывания в этой стране. Они меня вызвали на допрос, местные чекисты, но я считаю все-таки, что местные чекисты, если честно, они плюс-минус с Кремля тоже управляются. Я не уверен за всех сотрудников, но я думаю, к сожалению, это так. Ну, к сожалению. Я не уверен, что все. Я думаю, что там есть как бы местные патриоты, но руководство точно. И они меня тогда вызвали, и я же им реально, ну, как бы обосновываю. Я говорю, смотрите, вот где, как, ну. И они такие говорят, блин, а тут же реально вся вот эта статья, это просто какие-то утверждения без доказательств, без ничего. Я говорю, ну да. Я говорю, самое главное, обвинители 11 человек, которые между собой друзья, состоят в одной организации и, самое главное, ненавидят Украину. Там вот, например, вот этот человек, который на меня написал донос местным спецслужбам, я могу скинуть там ссылку, ты можешь подписчикам в закрепленном комментарии потом на его твиттер, пускай люди почитают. Там, ну, он просто говорит, хохлы, страна 404, вурдалак Владимир Зеленский, фашист, развязал войну против русского народа. Ну, как бы, вот эти люди. Там Сергей Осколков, который меня обвинял, что я собираю деньги на полк Азов, там я там якобы вообще ужасный, ненавижу русских, он там просто собирает деньги на Белгородскую область, ну ладно еще на Белгородскую. Он перед этим собирал деньги на турникеты для российской армии. Не, я понимаю, там как бы, даже у меня же есть родственники, у меня же вообще ужасная история, у меня родственники с двух сторон воюют. И как бы у меня есть такие родственники. Но, блин, я конкретно тогда, вот у меня, допустим, брат двоюродный, я ему написал, я говорю, ты понимаешь, ты для меня родственник и брат. Я говорю, ну ты вот когда пересек границу, ты оккупант. И я говорю, желаю, чтобы ты умер там. Ну, типа, говорю, без обид. И я говорю, я буду жертвовать деньги на то, чтобы тебя там убили. Не потому, что я такой вурдалак, ну, а потому что, ну, если твой ребенок маньяк-убийца, как бы ты его не любил, ты же его остановишь.
Ну, это даже твоя ответственность, это твой родственник, твой народ, ты должен вмешаться в это. Ну, как бы, или ты его соучастник, значит, вы вся семья такая. Он не просто у тебя стал маньяком, а потому что ты его таким сделал, потому что ты сам маньяк. Вот, и поэтому все вот эти мои обвинители, ну, там, они как бы, Ну, ну, границы ФБК. да, Я тебе сразу скажу, что у нас на канале, да, здесь как бы и им словам сильного веса никто не придает. То есть э, ну, шапка ровно. смотри, тут, видишь, нужно понимать то, что они же, ну, развернули вот эту сеть, что они единственные в России якобы борются с Путиным. Ты же понимаешь? То есть я-то вообще не претендую ни на какие гранты, но, например, я знаю реально хорошие организации, которые занимаются хорошей правозащитной деятельностью, но они не получают деньги, а там условно Юлия Навальная на очередной марш в Берлине получает деньги. Ну и как бы, я не знаю, я вообще как бы о них уже ничего не говорю, то есть я просто, это кобыла для меня слишком старая, я ее уже застрелил, понимаешь? Ну, как бы я уже их даже не обсуждаю, я просто говорю, не-не-не, говорю, их вообще трогать не нужно, про них нужно просто говорить, что это уроды, с которыми не по пути, и пошли дальше обсуждать, как бы. Ну, как бы, я обычно так себя веду. Скорее всего, вопрос, да, больше к западным странам, именно как, ну, к основным их финансистам и грантодателям, да, почему они их поддерживают. Я так думаю, что они, скорее всего, из-за недостатка информации, либо по, Да. да, как это довелось. Но вот, надеюсь, в будущем, да, это прекратится. Так, и следующий вопрос. Так, следующий вопрос у нас будет про Грузию, про Саакартвело, да? Следишь Мгм. за ситуацией в Грузии и что сейчас там происходит? Расскажи нашим подписчикам. Так, давайте так. Смотрите, всей страной правит Бедзина Иванишвили. Кстати, его фамилия переводится как ребенок Ивана. То есть такая говорящая фамилия. Вот. Бедзин Иванишвили это буквально самый богатый человек Саакартвело. То есть у него там капиталы только легальные его это миллиарды долларов. То есть нелегальные там гораздо больше. То есть он входит там в топ-1000 самых богатых людей мира. Это очень состоятельный человек. Капитал он сколотил в России в 90-е и в нулевые, залоговые опционы, вот это вот все. Кстати, он очень тесно связан с ФБК косвенно. Бедзина Иванишвили частично владеет компанией Боржоми, которой также владеет компания Фридмана, за которого Волков подписывал вот эти письма снять санкции с Фридмана. Поэтому я всегда говорю, ну, Бедзина это ФБКшный ставленник. Да я шучу, конечно. Ну, это кремлевский человек, это... У него риторика якобы, что он не пророссийский, у него риторика якобы, что он настоящий истинный патриот, что он не хочет вновь повторения войны для многострадального местного народа, что он такой верующий христианин, семейный, и вот это вот все. Но по факту это просто российский ставленник. Как бы и суть в том, что тут прошли выборы, выборы прошли с нарушениями, там и ОБСЕ наблюдатели, и различные организации, и международные, и внутренние, и внешние, и все подряд, они признали выборы несостоявшимися. Некоторые их признали с нарушениями несостоявшиеся, некоторые там вообще просто заявили, ну, это типа фарс был, а не выборы, там очень много докладов как бы от ОБСЕ, можно всегда почитать, там в интернете ввести, ну, пользуйтесь только если вы с России, пользуйтесь VPN, потому что на российских сайтах там все единогласно, все за. Вот, прошли выборы в парламент, а, которые были сфальсифицированы. Правящая партия набрала 54%, получив конституционное большинство. Она получила абсолютный рекорд, у нее никогда такой поддержки не было, якобы. Но на самом деле я и другие люди, и местные ребята, политактивисты, мы склоняемся к тому, что правящая партия получила порядка 30% голосов. То есть это вот их ядерный электорат, это силовики, члены партии, ну и там несколько еще как бы таких задурманенных бабушек.
Но как бы тут люди, ну, я буквально тут живу вот с 21 года, я язык плюс-минус выучил, как бы, ну, типа, п- понимаю, наверное, процентов 40 точно, то есть могу чуть-чуть говорить, как бы, в целом, ну, я все прекрасно вижу, понимаю, да, это мой кот, он местный, он тоже возмущен данной позицией. Он, кстати, ходил на митинги пару раз со мной. Вот. Такой нормальный парень. Суть в том, что начались акции протеста после вот этих выборов. Людей вышло очень много. Ну, там в Тбилиси, например, выходило свыше 100 тысяч человек. Чтобы вы понимали, население Тбилиси 1 миллион. То есть это очень большие, ну, массовые акции протеста. Вся страна это 3 миллиона. Когда у тебя в столице выходит 100 тысяч, это, знаете, не 100 тысяч за Навального в 40-миллионной стране, как бы, да? Вот. После чего митинги стали жестко разгонять, жестко подавлять, очень жестко прям. Но те, кто там в России говорят, ой, да у нас в России разгоняли, ребят, не так. Ну, тут прям, то есть там и я газом дышал, я причем, ну как, я там, конечно, ничего не штурмовал, с ОМОНом не бился, я на это не имею права. То есть мы туда с ребятами приходили, привозили воду, ну, митингующим, физрастворы покупали, передавали, ну, вот какие-то такие гуманитарные вещи делали, как бы. Мы там не стояли в толпе, не кидали камни, не зажигали фейерверки, не вот. Да, как гражданин другой страны. Да, да, то есть, ну, я говорю, мы вот принесли воду, там, покушать, типа, там, физраствор, ребят, вот, там, ну, как бы, постояли, посмотрели, там, сделали, там, пару кадров, как бы, ну, чисто для истории, можно сказать, и все. То есть, ну, я считаю, что это некорректно будет, если я, гражданин России, буду там условно драться с каким-то гражданином Саакартвело, со спецназером, пускай даже я трижды прав, а он не прав, ну как-то для меня это не очень хорошо. То есть я свою позицию в интернете высказал, я сказал, ну, блин, для меня очень печально, куда поворачивает страна. Ну, как бы я сам из той страны, которая уже туда давно повернула и навернула, и как бы это не тот путь. А, После чего 28 ноября, уже после выборов, так называемый премьер-министр Саакартвело Кабахидзе заявил, что они отказываются от евроинтеграции. И это был шок даже для членов его партии. Там очень много членов его партии ушло, депутаты стали сдавать мандаты, чиновники стали увольняться. Ну, то есть для людей был шок. Ну, как так? У вас безвизовый въезд в ЕС, у вас 30% бюджета — это дотации из Евросоюза, и вы отказываетесь, говорите, мы останавливаем, понимаешь? Ну, это как вообще работает? То есть тут же фишка в том, что когда ты говоришь россиянам, вот, круто было бы там демократия, интегрироваться с ЕС, там, да, или с какими-то другими развитыми странами. Они же не знают, россияне, как это круто. А тут-то местные, они во времена Саакашвили, когда интеграцию подписали, они узнали это. Они получили все эти дотации государственные, гранты, кредиты. Они получили безвизовый въезд. Тут буквально каждый пятый человек, он работает где-то в ЕС, понимаешь, там деньги отправляют, летает, очень удобно. Тут иногда можно за 20 там, евро, за 20 долларов улететь в Евросоюз, как бы, да. Билеты там даже было как-то 11 долларов, я офигевал. Я говорю, блин, был бы Шенген, взял, полетел. Ну, то есть, и этим людям резко говорят, нет, теперь у нас будет тут Россия. И оппозиционные депутаты, мне что понравилось, они не признали эти выборы, все партии, и они все отказались от мандатов. И сейчас в парламенте сидит только правящая партия, вот эти 54%. Им хватило ровно 2 депутата, чтобы сделать легитимным. Ну, Ага. поэтому они как бы и фальсифицировали. Им вот важно было это. И они избрали своего президента. И вот этот их президент, ну, это знаете, какой персонаж? Вот я нормально отношусь к людям, которые не имеют высшего образования. Там, среднепрофессионального, там, университет, колледж. Ну, как бы я сам, вот у меня 2 высших образования, я думаю, нафиг я учился. Ну, честно, я работаю вообще по третьей специальности. Я думаю, лучше бы я пошел бы там на автослесаря, условно, зарабатывал бы хорошие бабки. Но этот человек не имеет аттестата даже о 9 классах. То есть у него нету даже средней школы. Это нынешний вот президент, которого якобы избрала эта правящая партия. То есть у него нету даже 9 классов образования. Единственный документ, который подтверждает его образование, это курсы тренеров в России.
Он бывший футболист, он был чемпионом России по футболу в 96-м году, там его команда, я не помню, кто, там, кто фанат футбола, кто тогда выиграл российскую высшую вот лигу по футболу, вот он в этой команде нападающим играл, он там хорошо, кстати, играл, говорят, ну, там, типа, 19 голов за сезон, вроде, типа, хороший такой, ну, футболист офигенный, человек говно, ну, вот, и сейчас тут сформировалось такое двоевластие. С одной стороны, вот этот нелегитимный парламент, который не признал никто, кроме сейчас список стран Россия, Иран, Азербайджан, Турция. Мгм. Армения просто их поздравила. Ну, как бы, и все. Они сказали, поздравляем вас с выборами, даже не с победой. Вот, Пашинян как бы такой пытается, бедный, на двух стульях усидеть и туда, и сюда, уже не знает, как бы, что делать. Мне его даже жаль, если честно. Вот, и получается, вот этот выбранный типа президент, который без аттестата, его сегодня, кстати, инаугурируют, вот, прям вот сейчас, кстати, его инаугурируют. Да, 29 декабря, вот как раз у нас 11:38, вот как раз 38 минут тому назад началась инаугурация. Мгм. Вот. И есть другая власть. Это легитимный президент, президентка Саломе Зурабишвили. Она была действительно избрана еще народом. Вот. И у нее сейчас как будто срок закончился. Но она заявила, что она никуда не уйдет. Она сейчас вот заперлась во дворце президента на улице Арбеляне. К ней пришли другие люди, там уже ну, порядка 30-40 тысяч человек собралось. И они говорят, мы будем защищать этот дворец, это наш легитимный президент. Причем нужно понимать, Саломе Зурабишвили, вот у меня даже многие друзья, они ее не любят. Ну, Мгм. там, по разным причинам, они говорят, там, дебильные у нее идеи политические, там, ой, да она там когда-то, что-то, ну, как бы, но они понимают, что она, вот путь в демократию и Европу. Мгм. И поэтому они сейчас ее поддерживают. И самое главное, я рад, что вот сейчас новая администрация США Дональда Трампа, она стала ее поддерживать. Они пригласили именно и ее на инаугурацию Трампа. То есть не главу парламента, не главу правительства вот этого самоизбранного, да, не вот этого футболиста без аттестата, а именно Саломе Зурабишвили, хотя срок ее полномочий истек. М. Ее поддерживает ЕС, там буквально все страны ЕС оказали очень большую поддержку, там и письма, и санкции вводят. То есть, ну, буквально как бы за нее идет весь мир. А, как бы за вот эту нынешнюю власть, которая сейчас, по сути, узурпировала тут власть, правящая партия, их поддерживает, ну вот, буквально кто там? Азербайджан, Турция, э, Иран, да, Иран. Там же премьер-министр вот это, Кабахидзе, прочее, они же орали в парламенте Ирана смерть Америки, смерть США, представляете? Там вот этот Тахрир, Джихад Газават и вот что-то на фарси типа смерть США. Вот, это попало на видео, и там сейчас советник Дональда Трампа, он публикует в Твиттере, он говорит, а вы там орали это? Они говорят, вы серьезно? И то есть там же уже, ну, там даже Илон Маск, вы вдумайтесь. Илон Маск, который типа плюс-минус там заигрывает от крутого маскулинного мужика Путина, даже он вот эту правящую партию тут назвал китайской квази-партией, прокси-партией. Вы, говорит, Китай, Россия, вот это вот все, нам такое не надо, мы за демократию. Вот, там один вообще советник Дональда Трампа с ума сошел, он говорит, а вдруг у вас там Россия биологическое оружие разместила. Может быть, нашим рейнджерам стоит сюда приехать. Ну, конечно, такого не будет, но я просто офигел от уровня дискуссии. И тут сейчас проходят протесты. Протесты проходят уже месяц. Протесты проходят массовые. Один раз в Тбилиси вышло 300 тысяч человек. Представляешь? 300 тысяч. Тут буквально гудел весь город. Я вот живу в спальнике, и то я слышал. Но самое ужасное, что местная власть, она заявила, когда вышло 300 тысяч, они заявили, ну, было порядка 10 тысяч человек. Вот. И тут они привлекали уже титушек, потому что спецназ даже уже физически не справляется месяц бегать со счетами. И сейчас разгоны проходят все реже, но вот я думаю, что сегодня они устроят жесткий разгон. Вот. Они привлекали даже титушек, но титушки действовали 6 часов, потому что потом местные, кстати, футбольные фанаты «Динамо» Тбилиси собрали такую банду и стали бегать, бить этих титушек. И титушки все куда-то пропали. Ну, то есть, кто там не знает, титушки — это был такой титушка,
человек в Украине, который за деньги разгонял Евромайдан. И в честь него это стало нарицательным словом. Вот, и как бы сейчас на постсоветском пространстве вот титушками называют всех титушками, там, кто, ну, типа, за деньги власти разгоняет митинги. Кстати, вот, знаешь, кто меняет там взгляды на жизнь и прочее, вот он же, вот этот титушка, он же сейчас боец ЗСУ, и он, ну, как бы борется за свою страну. То есть когда-то человек, да, там взял деньги там от местной власти, пошел там Евромайдан разгонять, а потом посмотрел, как бы, ну, к чему это все ведет. И сейчас, ну, рискует свой, он там на фронте, причем он не в тылу там где-то, там реально у него там есть Инстаграм, ТикТок, ну, там прям реально воюет. Вот, поэтому как бы в жизни такое тоже бывает.